салому алейкум ва рахматуллохи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастон. имрӯз барномаи мо ба забони русӣ мегузаронем. Ба ҳамин хотир аз ҳамаи шумо фаъол шуданатонро хоҳиш мекунам. Салому алейкум, уважаемые зрители, уважаемые сестры и братья. Сегодняшняя наша передача, которая идет по каналу Паймон Лайф, будет на русском языке. У нас иногда мы ведем эфир на русском, у нас гости русскоговорящие, и бывает и те, которые из Таджикистана, политики, или мы иногда приглашаем политиков из вне Таджикистана, из-за границы, которые беседуют, разговаривают на русском языке. И к тому же у нас есть зрители русскоговорящие, у нас есть зрители, слава богу, из стран Центральной Азии, наши соседи, наши друзья, которые тоже нас слушают на русском языке. Поэтому мы сегодня постараемся коротко, но ясно вам дать некоторую информацию про последнюю тему, которая очень обсуждается в самом в сегменте, скажем так, таджикского Фейсбука и других социальных сетях, также и внутри самой политической площадки Таджикистана. И эта тема является подача жалобы со стороны таджикской оппозиции в Международный уголовный суд в Гаагу над президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Эта тема такая очень обширная, которую можно говорить долго, можно обсуждать с разной точки зрения. И сегодня по этому вопросу мы пригласили в гости к нам в программу председателя форума свободомыслящих Таджикистана, нашего дорогого учителя Устада Теймур Вархти. Салам алейкум, Ако. Валейкум ассалам, Салимджон. Здравствуйте, дорогие друзья, все, кто нас смотрит внутри Таджикистана и за пределами Таджикистана, в Центральной Азии и не только в Центральной Азии. Всех приветствую. Спасибо большое, Ако. Очень мне приятно общаться с вами. Я благодарен вам, что вы приняли наше приглашение, чтобы сегодня побеседовать с нами. Да, это уже, я не помню в последний раз, когда с вами были в эфире, это было долго, но я думаю, сейчас как раз то время, когда нам надо с вами поговорить, обсудить ту тему, которая сегодня очень такая востребована и в СМИ, и в самом социальных сетях, и в политических кругах тоже. Так. Устад Тимур, сегодняшняя тема, мы хотели бы узнать побольше от вас информацию про последние события, которые связывают оппозицию Таджикистана. То, что она подала жалобу в Международный уголовный суд над президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Это, можно сказать, этот инцидент само по себе впервые в Центральной Азии, тем более в жизни, в самой политической жизни Таджикистана, такое явление это впервые. Многие эксперты на это обратили внимание, и они после этих событий, они дали, конечно, свое мнение на разных информационных площадках, но, как говорится, лучше узнать у того, кто был на истоках вот этого самого дела. Поэтому мы хотели у вас узнать сегодня. Вот жалоба подана в МУС. Как я понял, это таджикская оппозиция вместе с правозащитной организацией и волонтерской организацией, которая связана с Украиной, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, вы потом исправите. Вот хотел бы у вас узнать подробности. Процесс собирания, вот этой подачи жалобы, откуда начался и к чему пришло. Вот, пожалуйста, Ако. Ну, я должен сразу сказать, что лично я к подготовке этой жалобы, этого досье отношения не имею. И я не член этой команды, к сожалению, не член этой команды, которая проделала колоссальную работу и успешную работу, сенсационную работу.
благородную работу, очень важную и нужную работу. И я просто аплодирую всем сердцем и поддерживаю всем сердцем это важное дело. Это вообще гражданский подвиг, я считаю. Ну, я такой же как бы свидетель, слушатель, человек, который получает информацию из открытых источников, поэтому каких-то значит, деталей того, как это происходило, от меня ждать, в общем, нельзя. К сожалению, опять же говорю. Вот, но я могу высказать свою оценку политическую, правовую оценку вот этого сенсационного события, вот этого беспрецедентного и политического, и информационного, и правового, и исторического события. Хорошо. Если вы как бы не были у истоков, да, вот это как собирали вот это все весь документ, но по-моему, вы в курсе дела, как этот процесс хотя бы шел, как процесс пошел до того, как подали жалобу. Ну, как вы в самой оппозиции, вы только что сказали, вы узнали это все от открытых источников, но, думаю, внутри самого руководства Национального альянса Таджикистана, наверное, это обсуждались перед тем, как это все начинать, или как? Это обсуждалось на начальном этапе, это обсуждалось несколько лет назад. Сама идея, было одно собрание или несколько собраний, точно я уже не могу сказать. Ну, конечно, не одно собрание. Руководство таджикской оппозиции, коалиции Национального альянса с участием лидера Мухиддина Кабири. И тогда, если вы помните, было дело о похищении Шарафиддина Гадоева, и была просьба к Шарафиддину Гадоеву, как человеку, практически лично потерпевшему от вот этого преступления экстерриториального, преступления против человечности, похищения политического оппонента, пытки, которые к нему применялись, была надежда на то, что Шарафиддин Гадоев послужит как бы одним из истцов в отношении дела, и мы узнали в то время, вели переговоры, встречались, не то чтобы вели переговоры, но встречались с правозащитниками, которые сказали нам, что Таджикистан ратифицировал Римский статут, и согласно этому Римскому статуту Таджикистан взял на себя определенные обязательства, по которым должен нести ответственность в случае нарушения этих обязательств, правовых, международных обязательств. Всем нам понятно было, что Эмомали Рахмон и таджикская власть постоянно и грубо попирает все международные правовые нормы, под которыми он подписался. Поэтому, собственно, вот тогда и появилась эта идея, а дальше это завертелось, стали искать людей, истцов, лично пострадавших, которые могли бы дать показания, которые могли бы выступить в качестве свидетелей и обвинителей. Ну и дальше дело практики. Собственно, деталей я уже не знаю. Дальше уже работали профессионалы. Правозащитники, адвокаты и так далее, и так далее. Но, хорошо, к сожалению, по-моему, насколько я понимаю, дело Шарафиддина Гадоева, несмотря на то, что лично я в том числе несколько раз
попросил его и напомнил ему о том, что он обязался стать истцом, быть участником этого дела. И, насколько я помню, председатель, руководитель оппозиции Мухсин Кабири встречался с Шарафиддином в Нидерландах, и тогда была надежда, что Шарафиддин поддержит это дело. Однако, насколько я понимаю, Шарафиддин не является участником этого дела. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, Шарафиддин Гадоев не стал подавать иск и не стал поддерживать это дело. Угу. Да, ясно. Это уже новость. Это уже как бы дает... можно из этого ответа сделать какие выводы. Вот скажите, пожалуйста, Аку Тимур, сама жалоба, оно из чего состоит, в чем обвиняют Рахмона? Вот оппозиция, таджикская оппозиция, но те, которые подали жалобу. Это, если взять отдельно, это партия Исламского Возрождения, конечно, но к нему присоединились и другие, из нашего форума свободомыслящих Таджикистана, и из других ассоциаций и групп и политических движений. Но в целом, если дать оценку или, скажем так, дать формулировку, в чем в самом обвиняет Эмомали Рахмона таджикская оппозиция? Эмомали Рахмон на протяжении всей своей власти совершил множество преступлений против человечности, против граждан Таджикистана, против закона Таджикистана, против Конституции Таджикистана, против своих клятв конституционных, когда он клялся на Конституции, и в том числе именем матери, и молоком матери клялся. И он совершил очень много преступлений. Не только против оппозиции, но и против простых граждан, против людей, не связанных с политикой, против журналистов, против адвокатов. И совершил преступления против человечности, такие как геноцид и массовое истребление, и попрание прав национальных и религиозных меньшинств, и попрание религиозных свобод граждан Таджикистана. И все эти преступления характеризуются, квалифицируются как преступления против человечности и против серьезные преступления против человечности. Это также похищение, это пытки, это сексуальное насилие, это очень много фактов задокументировано. И вот насколько я знаю из интервью Лейлы Найсбек, 60 дел легли в основу жалобы, которая подана в Гаагу. А там около 1000 таких дел, но 60 дел хорошо задокументированы и оформлены. Ясно. Эти обвинения очень, на самом деле, серьезные обвинения. Мы были свидетелями, что до сегодняшнего дня многие правозащитные организации, особенно то, которое возглавляет Лейла, это «Свобода для Центральной Азии», они часто критиковали власти Таджикистана именно в тех преступлениях или, скажем так, несоблюдение прав человека. Вот теперь дело, если раньше это было только высказывание, это было только как бы просьба других и мировой сообщества обратить на это внимание, теперь уже дело пошло в правовое русло, дело дошло до обвинения в Международный уголовный суд. Как по-вашему, что это меняет в самом личности Эмомали Рахмона или отношение к Эмомали Рахмону, если сказать так правильно будет, думаю, к отношению к Эмомали Рахмону на политической арене? Что это меняет для него
Например, он встречается с руководителями других стран, руководителями международных организаций. Эти организации теперь в курсе, что на Рахмона подано в МУС. Это что-нибудь будет менять на политике отношений к Рахмону и в самом Таджикистане? Ну, конечно, это очень много меняет. Престиж власти, руководства Таджикистана подорван, причем этот престиж подорван самим Эмомали Рахмоном, самой этой властью. Он сам подорвал свой престиж. Поэтому не на кого жаловаться. Есть закон, есть конституция, перед законом все равны. Если ты самый главный конституционный преступник, изменник Родины, который предает интересы и торгует Родиной, торгует ее ресурсами, торгует ее территориями, торгует ее национальными интересами. Если ты конституционный преступник, то ты должен отвечать. Если ты не отвечаешь по внутренним законам, ты должен отвечать по международным законам. Есть несколько путей. Есть путь насилия, когда народ имеет право на восстание против тирании, против диктатуры. И есть путь ненасилия, юридический путь, когда виновника, преступника, конституционного преступника, изменника Родины привлекают по законам. Если внутренние законы не работают, его привлекают по международным законам. И есть еще высший суд, которого Эмомали Рахмон и другие преступники, которые работают, находятся, так сказать, у кормила, у власти эти 33 года, они тоже не избегнут. Им не удастся избежать высшего суда. Если они смогут избежать суда внутреннего и международного, но высшего суда они это уже точно и гарантированно избежать не могут. Вы правы. Высший суд — это и есть суд, которым предстоит всем перед этим судом отвечать. Вы правы. Ако Тимур, мы как помним, вот в данный момент мы с вами разговариваем, уже два года назад было в Памире, в Хороге, в Рушане геноцид мирного населения. Народ, мирные жители вышли на демонстрацию, а силовые структуры их по приказу Эмомали Рахмона расстреляли. Об этом никто, если об этом раньше так были только, как сказать, свидетели, очевидцы, если об этом говорили. Но несколько после этих событий сам Эмомали Рахмон по телевидению заявил, что это именно он дал приказ на истребление или чтобы стрелять в мирных людей. Как вы, по вашей информации, это доказательство, это преступление, оно закреплено в этой жалобе, которая подана в Гаагу? Я надеюсь, что это преступление тоже подшито к этой жалобе и станет основанием для уголовного преследования Эмомали Рахмона как преступника, международного преступника, потому что это преступление против человечности, против таджикского народа, против таджикских граждан, против Таджикистана. Это подрыв национального единства, то, о чем он говорит очень долго. Но это также преступление, выходящее за рамки, потому что это преступление против национального меньшинства и религиозного меньшинства не только на территории Таджикистана, но экстерриториально, также и на территории России, то есть это и на территории других стран, где Эмомали Рахмон, его спецслужбы похищают людей и привозят в Таджикистан, где наших граждан убивают, истязают,
бросают в тюрьмы, где над ними издеваются, где их медленно убивают изо дня в день в нечеловеческих условиях. Это серьезное преступление. Я надеюсь, что оно послужит серьезным основанием для юридического преследования Эмомали Рахмона как преступника на международном уровне. Потому что за этим преступлением кроется другое преступление, которое совершали сторонники Эмомали Рахмона с 92 по 97 годы, когда они массово истребляли памирцев, бадахшанцев по этническому и религиозному признаку. Когда называли бадахшанцев не только вовчиками, но и гансами, когда просто расстреливали людей, массово расстреливали. Есть шахты в Такобе, куда расстреливали памирцев и сбрасывали в эти шахты. Есть погребения в районе цемзавода. Есть много других захоронений, массовых захоронений, расстрелянных внесудебные казни, так называемые массовые внесудебные казни. Мировая история знает пример трагедии геноцида в Сребренице, это в бывшей Югославии, где сербы истребили 200 тысяч мусульман. И все знают об этой трагедии, но 200 тысяч истребленных бандами Эмомали Рахмона на территории Таджикистана 92-97 год, это неизвестная война, неизвестные преступления. И я надеюсь, что рано или поздно это преступление тоже получит огласку, и эти преступники во главе с Эмомали Рахмоном, который пришел к власти, ведомый этими преступниками, поддерживаемые фашистами, русскими фашистами во главе с полковником Квачковым, они получат заслуженную оценку. Ако Тимур, вы затронули очень такую важную тему. Вот скажите, пожалуйста, вот почему так получилось, что в протяжении, скажем так, 30 лет истории Таджикистана, последние 30 лет, те преступления, которые совершает режим, они остаются вне СМИ или, скажем так, закрытыми, или очень малый процент самих, скажем так, и свидетелей, и журналистов об этом говорят открыто. Мы знаем, что в Таджикистане было очень много исследователей, журналистов, есть много посольств других стран, которые они видят это все, но почему-то в мировом СМИ об этом мало известно. Если вот поискать в Google, например, преступления в Таджикистане, то это очень, можно сказать, низкий процент, то, что они выдают, вот этот Google, скажем так, в интернете есть. А на самом деле то, что происходило в Таджикистане, это огромное число жертв. Некоторые люди до сих пор, они больше 10 лет, они даже их имена нигде не названы, что они были убиты просто так, за этнический или за религиозный, или за то, что они проживают в каком-то регионе, за региональный признак. По вашему мнению, вы как журналист, профессионал, можете дать вот этому объяснение, почему это так произошло? Вы только что напомнили о Югославии, о Сребренице, вы только что сказали о других трагедиях, но о Таджикистане мало кто знает. Значит, пожалуйста. Дело в том, что Эмомали Рахмон был приведен к власти российскими штыками, русскими фашистами в Генштабе, в вооруженных силах России. Даже Ельцин, вероятно, не был в курсе всего того, что происходило за его спиной. И события в Таджикистане
Если вы знаете, если вы помните, хорошо, очень плотно отражались российской прессой. А российская пресса — это является пропагандистская пресса, которая находится под колпаком ФСБ, под колпаком. Это черный пиар, где таджикскую оппозицию очернили, облили грязью, обвинили во всех так сказать, ужасных преступлениях, деяниях, да. И любая правда была просто невозможна и не могла получить отражение в средствах массовой информации. Таджикистан находится в информационном поле России. Вот это надо понимать. Редкие журналисты из ОЗОДИ или BBC, которые пытались что-то сказать, либо были убиты, либо были лишены аккредитации, не могли продолжать свою работу. Те журналисты, которые вообще занимались этой темой, либо прекратили этой темой заниматься, либо уехали, покинули Таджикистан и тоже по разным причинам не могут заниматься, к сожалению, этой темой. Я думаю, что время пришло, время уходит, потому что уходят свидетели, и нужно документировать эти преступления. Вот этот вот иск, вот эта жалоба еще, это не иск, жалоба в Гаагу против Эмомали Рахмона. Я надеюсь, что она послужит ниточкой, которая потянет за собой клубок и потянет за собой новые материалы и новые исследования и новые расследования. Вы помните, приезжала рабочая группа ООН в Таджикистан, которая предложила таджикским властям, вот я говорю российский, потому что это практически российский протекторат Таджикистана. И Россия тоже не заинтересована в том, чтобы были расследованы эти преступления, потому что большую часть, значительную часть этих преступлений совершали российские военные вместе с бандами Народного фронта, которые поддерживали Эмомали Рахмона. И поэтому Россия не заинтересована в этом. И я возвращаюсь к рабочей группе ООН, которая приехала в Таджикистан и предложила Эмомали Рахмону и таджикским властям расследовать массовые исчезновения во время так называемой гражданской войны. И открыть массовые захоронения, хотя бы задокументировать, где они расположены, локация этих захоронений. Но таджикские власти отказались, Эмомали Рахмон испугался. Они отказались. Я думаю, что таджикское общество, таджикские историки, таджикские журналисты, расследователи, рано или поздно, они должны добиться того, чтобы была сказана вся правда, чтобы были названы поименно, составлены были списки всех жертв и при каких обстоятельствах они были убиты в этой войне. Эта война, как я уже не раз говорил и хочу повторить еще, это на самом деле не в чистом виде гражданская война в Таджикистане. Это война, это прокси-война, которая была навязана российскими спецслужбами, российскими прокси-головорезами, которые вышли из Афганистана после того, как советская власть потерпела поражение в Афганистане. Оттуда были выведены бригады спецназа, головорезы, убийцы спецназа ГРУ, Главного разведывательного управления, десантники, вот эти вот спецназовцы. Они стояли в Капчагае, они стояли в Узбекистане, и их использовали для геноцида, для развязывания войны в Таджикистане против независимого Таджикистана, чтобы привести марионетку России.
Там зависло? Да, я понял. Так, правильно вы ответили. Я думаю, очень важный ответ был для наших зрителей. Я почему задавал этот вопрос про преступления во время гражданской войны, так скажем, в кавычках гражданской войны, преступления, которые 30 лет давности. Именно поэтому только что вы сказали, что именно вот эта жалоба в Гаагу, жалоба в Международный уголовный суд станет такой ниточкой. Вы точно очень хорошо сказали, что ниточкой, чтобы это все дело вышло на, как у нас в Таджикистане, таджики говорят, руйоб, вышло, стало ясно всем, чтобы узнать, что происходило в Таджикистане последние 30 лет. Те преступления, которые, скажем так, если свидетельства живые или, скажем, жертвы живые, которые сейчас живут. Например, скажем, я был жертвой преступления правительства Таджикистана. Да, я подключился к этому жалобу, я дал свое согласие, свои документы, скажем так, и свою историю. Но с надеждой на то, чтобы это станет ниточкой, чтобы потянули те другие преступления, о которых никто не говорит, о которых все молчат, но они были. Вы очень хорошо заметили, Аков. Я надеюсь, что это боль, который о преступлениях, которые никто не говорит, о преступлениях, которые еще не открыты, о людях, о жертвах, которые имена почти забыты. И это боль для всей нации, всех людей, которые проживают в Таджикистане. Я думаю, каждого человека, как меня, вас и других, у них в душе есть такая боль, в душе есть такая, как бы, скажем так, мечта, чтобы это все как один раз вылить, это все рассказать, это все доказать. И самое главное, наказать преступников, таких как Эмомали Рахмона. Вы, как бы я бы сказал, во-первых, принесу свои извинения, что я долго так бы даю оценку на ваш ответ, но это вы открыли мою боль в моем сердце, то, что которое хранилось долгое время, вы открыли, вот это, все это обновилось, я бы так сказал. Это серьезная боль моего народа, которое должно как-нибудь это найти свое решение. Спасибо, Ако, за этот ответ. Спасибо вам, Салимджан. Ако Тимур, скажите, пожалуйста, вот из бывших республик Союза или тех, которые, не считая республик Прибалтики, скажем так, Римский статут подписали две страны – Грузия и Таджикистан. Честное слово, я не понимаю, Таджикистан почему вошел в это ворота. Что он это хотел этим подписанием этого документа, подписанием этой договоренности или конвенции Римского статута, декларации или как там этот документ называют? Что он хотел? Эмомали Рахмон был у власти. Он с чего ожидал от этого? Вы можете это объяснить? Мне эта загадка остается. Когда колхозник приходит к власти, его приглашают на марака, да? И он надевает пиджак, надевает галстук. Он хочет выглядеть прилично, как человек, как говорится, как большой человек или как порядочный человек. Поэтому вот Эмомали Рахмон иногда совершает такие экстравагантные поступки, как подписание Римского статута, как поездка к папе Римскому, как покупка супербоинга по 82 миллиона евро. Вот это из этого рода, я думаю. Только чтобы выглядеть раисом, да? Выглядеть раисом перед другими. Да, это просто вот модный, красивый пиджак вот из, значит, от Диора или, значит, это от римских кутюрье. Вот померил этот пиджак, не знал, что, оказывается, это обязанность, это ответственность.
так же, как Конституция, так же, как выборы. Он это проводит. Да. Проводит. Но как он это проводит? Он пиджак наизнанку надевает. Тимур, Понимаете? да. Вот, Если вот... вот мы видим, ага, значит, гарант Конституции, гарант демократии, гарант Конституции ходит пиджак наизнанку у него. да. Вот, вот это так же выглядит. Ясно. Вот, Тимур, если по правилам Римского статута, если, скажем так, Международный уголовный суд рассмотрит эту жалобу таджикской оппозиции и примет этот документ как иск, ну или как бы он откроет уголовное дело по процессу. Процесс начался, процесс пошел. Может ли Эмомали Рахмон как бы отказаться от этого римского статута, скажем так? У него на это пойдет как бы найдется та смелость или, не знаю, наглость, как правильно сказать, чтобы он отвертелся от этого всего. Он сам себе яму копает. Он не знал об этом, когда подписывал Римский статут. И еще, кстати, Акой Тимур, это очень важно. Я вот посмотрел историю подписания Римского статута со стороны Таджикистана. Оказывается, это все было в то время, когда ее дочь Рахмона, Озода Рахмон, была замминистром иностранных дел. Именно она продвигала этот документ, чтобы в Таджикистане подписали этот документ. Именно она продвигала. Понимаете? Это было при нем. Как теперь поступит Ну, Рахмон? Озода все-таки немножко училась в США, немножко человек более современный, более продвинутый в этом смысле. Наверное, она не отдавала себе отчет реально в том, что совершил ее отец, какие преступления он совершил, и то, что за это последует ответственность. Потому что человек у власти, он теряет нюх, он теряет тормоза, он теряет ответственность, он теряет почву, он думает, что он уже не небожитель, он себя приравнял уже к Богу, он уже над всеми, все рабы, он сам повелевает. Они теряют, там у власти они потеряли уже как бы не то, что чувство опасности, чувство реальности они потеряли. Поэтому, если Озода, с одной стороны, это, наверное, плюс. Как человек новой формации, нового поколения, она, наверное, это была как бы надежда. Ну и сделать Таджикистан свободным, допустим. Это Более хорошее, продвинутый. более продвинутым. Да, это с одной стороны, наверное, это хорошо, но с другой стороны, видимо, она не поняла реальности, не оценила последствия этого шага. А Рахмон теперь, я думаю, я не знаю механизма, если механизм выхода, отказа от Римского статута, возможно, есть, но это будет еще более глупый поступок, и это будет признание в том, что ты его нарушил, в том, что ты совершил преступление. Но уже задним числом невозможно, если ты задним числом вышел из этого договора, это не значит, что твое преступление, совершенное во время действия этого договора, будет тоже аннулировано. Это смешно. Есть история, ну, в наши дни, может быть, месяц назад, Венгрия, член государства, который подписывала Римский статут, была ее членом, она отказала, она вышла из Римского статута перед визитом премьер-министра Израиля Нетаньяху. Дело в том, что над Нетаньяху было тоже как раз возбуждено уголовное дело со стороны МУС, так же, как и над Путиным. Венгрия, чтобы как бы выйти из этой ситуации, она сама вышла и отказалась от всех своих обязанностей.
Есть Ну вот такая история. Венгрия, значит, успела, чтобы не арестовать Нетаньяху. Но я не Да. думаю, что многие демократические страны откажутся от Римского статута, чтобы не арестовать Эмомали Рахмона. Я думаю, что если Эмомали Рахмон после того, как он будет объявлен в розыск по линии Международного уголовного суда, поедет куда-нибудь, в тот же Рим, к новому папе или в другое демократическое государство, которое ратифицировало Римский статут, я думаю, что он там будет арестован. И поэтому в таком случае вот этот вот лишнее, зачем нужно было покупать этот самолет? Куда ты полетишь? Худжан полетишь на нем. А его сын поехал в Нью-Йорк же, полетел в Нью-Йорк на этом самолете в то время, когда трудовые мигранты Таджикистана попали в аварию именно в Казахстане, потому что на самолете у них денег не было. Они ездили на машине, на легковой машине. К сожалению, США уже, особенно при нынешней администрации, не назовешь демократической страной. И более того, США не ратифицировал Римский статут. Поэтому Да. Эмомали Рахмон, да, может, кроме Худжанда, лететь еще в Нью-Йорк. Нью-Йорк. Да, Да, да. пока там у власти Дональд Трамп, Трамп. но Да. да, Дональд Трамп, но в США все-таки США это не Таджикистан, и общество США и политическая система США все-таки это не Таджикистан. И я думаю, что незавидная судьба будет у Дональда Трампа. Возможно, даже Эмомали Рахмон будет свидетелем, останется при власти, когда Дональда Трампа уже не будет у власти. Ну, как бы будем посмотреть, как говорят в фильме, да. Так, какой Тимур? Так, вернемся опять же к теме Гага, подачи жалобы. По вашему мнению, ну, у нас в таджикском сегменте Фейсбука, в социальных сетях мы становимся свидетелями, что есть некоторые силы, тоже, которые себя называют оппозицией, но они стараются как бы показать вот эту подачу жалобу в Гаагу ничтожным, скажем так, чтобы как бы вначале сказали, сенсационный случай, а они говорят, это как бы обычное явление, ничего не меняет. Как по-вашему, почему они делают, они чем руководствуются, или кто им руководит, скажем так? Ну, существует ошибочное мнение, что власти Таджикистана никак не отреагировали на это беспрецедентное событие для территории всего СНГ, ну, кроме России. Теперь Путин и Рахмон, они как бы неразлучные, не разлей вода, братья, подельники, скажем, подельники по международному уголовному, так сказать, суду. Власти Таджикистана начали массовое, скажем, давление на родственников, оппозиционеров, на всех без разбора, не разбирая, кто участвовал, причастен к этому досье, к этой жалобе, кто не причастен. Это уже ответ, то, что власти Таджикистана, Эмомали Рахмон был в шоке, от того никто не ожидал. Досье держалось, ход этого держался, видимо, в секрете от многих, и в оппозиции многие не знали. Вот. И я полагаю, что есть рычаги давления, не то что давление, возможно, это давление как шантаж, а возможно, это также какое-то опосредованное влияние, о котором те люди
сторонники оппозиции или внутри оппозиции, которые говорят, что это ничтожный шаг. Может быть, они даже не подозревают, что они исполняют чужую роль, поют под чужую дудку, что это ничтожно. Давайте сравним. С чем можно сравнить? Это можно сравнить. Есть два пути. Есть, как я уже говорил, есть путь насилия, есть путь революции, путь войны. Это вот сирийский, да, путь. Я знаю, что внутри оппозиции многие недовольны политикой ненасилия, которую исповедует Мухиддин Кабири, и говорят, что вот давайте посмотрим на Ансарулло или давайте посмотрим на тех, кто в Сирии, на этого Джулани, Шара Джулани. Вот они настоящие герои, и вот те, которые там, настоящие герои. Это два пути, два разных пути. Есть путь ненасилия и путь правовой. И я сторонник пути ненасилия, я тоже сторонник пути ненасилия. Я против того, чтобы продолжать это колесо насилия. Это порочное колесо насилия. Насилие порождает насилие. Месть порождает месть. Поэтому в том числе и ислам выступает против кровной мести. Для того, чтобы остановить этот круг, порочный круг. И ненасилие, путь правовой, юридический, это один из путей, из верных путей, я считаю. Один из путей, когда ставится порог после кровавого насилия и делается шаг вперед, шаг в будущее. Да? Наше общество в Таджикистане настолько было испугано тем кровавым насилием, тем беспределом, который творили люди извне, и имам Али Рахмон это тоже подтвердил, что внешние силы, третьи силы, мы уже в 92 году, в мае 92 года, сколько лет прошло? 33 года. Вот в этом мае. Мы уже тогда понимали, что это третья сила. Сталкивают две площади, площадь Озоди и площадь Шейдон. Подбрасывают гранаты, бросают гранаты. Ездили, я видел некоторых людей, которые это делали. Они ездили на машинах скорой помощи, они бросали в переход, подземный переход возле ЦУМа гранату, они бросали гранаты там, где люди собирались, для того, чтобы столкнуть две площади. Они раздавали оружие с 201-й дивизии, грузовик привозили рядом с площадью Шагидон возле Казиата, грузовик с оружием ставили. Им звонили из Казиата, Ходжа Акбар Тураджонзуда говорил: заберите ваш грузовик с оружием. Они говорили: о, случайно, да, сейчас заберем. Забирали, потом через день, через два опять в другом месте рядом тоже появлялся грузовик. И также на площади Озоди они это делали. Поэтому легко разжечь вот это колесо, вот это насилие. Это и трудно его преодолеть. И есть, я говорю, два пути. И путь ненасилия – это вот путь подачи жалобы и уголовного преследования, правового преследования как преступника, чтобы у тебя был адвокат, чтобы у тебя были судьи, чтобы были свидетели за и против. Поэтому я выступал за то, чтобы они берегли, власти таджикские, Бузургмера Йорова, чтобы он был адвокатом этой тирании. А он, как профессиональный адвокат, правовед,
он может быть беспристрастным адвокатом. И это гарантия ненасилия и правового дела по справедливости. Когда совершено преступление и когда, допустим, есть какие-то обстоятельства, которые говорят, что это не он совершил, или это было какие-то были другие обстоятельства, которые облегчают преступление или опровергают то, что было это преступление, совершено этими людьми и в этих обстоятельствах. То есть о чем я хочу сказать? Внутри таджикской оппозиции существует как бы два мнения, две идеи, два представления о том, как нужно вести политическую борьбу, как добиться неспровержения, окончания власти диктатуры Эмомали Рахмона. Это силовой путь, путь военный и революционный, и путь юридический, правовой. Я считаю, что народ имеет право на революцию. Народ имеет право на восстание. Но в данной ситуации мы должны исходить из реальности. У таджикской оппозиции сейчас нет своей базы, в отличие от 92-го, 93-го и 95-го и 97-го годов. Нет своей базы, социальной базы в Афганистане. И в основном таджикская оппозиция находится в изгнании, действующая таджикская оппозиция находится в изгнании в Европе. И нахождение таджикских политических беженцев в Европе влечет за собой ответственность со стороны руководства таджикской оппозиции, со стороны Муфиддина Кабири. Он не может позволить того, чтобы его партия была и таджикская оппозиция была признана террористической на территории Евросоюза. Мы здесь должны исходить из тех реалий, тех условий, которые у нас есть. Мы не можем позволить того, чтобы наши сторонники, в рядах наших сторонников были люди, были какие-то там бомбисты, были какие-то террористы, реальные террористы. Несмотря на то, что Россия и Эмомали Рахмон считают нас террористами, и они будут рады, если на самом деле среди наших сторонников победит это течение, которое выступает за насилие, за террор. Вы понимаете, о чем я говорю? Дякую. Огромная ответственность лежит на руководстве таджикской оппозиции в Европе, на Муфиддине Кабири и на других, чтобы обезопасить своих сторонников на территории Европы. Понятно. У меня вопрос остается, Аку Тимур. Извиняюсь, что я вас перебиваю. У нас очень мало времени осталось до конца программы. У меня последний вопрос, может быть, предпоследний. Неделю назад правительство Таджикистана отменило наказание за лайки. Дорогие зрители, я вам хочу напомнить, что в Таджикистане до сегодняшнего дня, в 2018 году, действовал закон, уголовное преследование за то, что вы ставите лайки под постами оппозиционеров. Это вовлекало за собой от 5 до 7 лет тюремного заключения. Мы, по данным самой Генпрокуратуры Таджикистана, почти 1500 заключенных именно пошли по статье «Лайк», мы так называем. Вот, недавно сам Рахмон в ноябре предложил, чтобы это надо отменить, так как милиционеры или там следователи этим всем воспользуются, да, вшивают дела тем, кому захотят. Сейчас мой вопрос к Тимуру.
Вот закон приняли, закон действовал в течение от 18 до 25, я на 7 лет, и вдруг его отменили. Как, по-вашему, сама философия принятия закона и ее отмена, в чем, почему они так поступили? Пожалуйста, такое. Вообще действия таджикских властей, они иногда, так сказать, не подвергаются логическому, так сказать, объяснению, так же, как вот с этим римским статутом. Ну, как я полагаю, я могу ошибаться, здесь есть, наверное, два фактора. Во-первых, наверное, близится передача власти, транзит власти к Рустаме Эмомали. И как бы перед нам хотят показать диктатуру с человеческим лицом. Второе, это, вероятно, уступка режима Эмомали Рахмона Евросоюзу, европейским политикам, которые предлагают Таджикистану выгодные какие-то контракты. Мы знаем, были делегации, Урсула фон дер Ляйен приезжала. Речь идет о редкоземельных металлах, там, я не знаю, о выгодных контрактах. А с таджикской стороны Эмомали Рахмон заинтересован в том, чтобы Евросоюз открыл рынки свои для продукции из Таджикистана и для трудовых мигрантов, чтобы меньше зависеть от своего патрона, который постоянно давит, оказывает давление через мигрантов на Эмомали Рахмона. Я думаю, что это маленькая такая уступка, минимальная, малозначащая уступка режима Эмомали Рахмона европейским политикам, Евросоюзу. На самом деле, в реальности, на практике, для граждан Таджикистана это ничего не облегчает, ничего не улучшает, потому что у милиционеров и так достаточно рычагов, и у милиционеров, и представителей ГКМБ достаточно рычагов, чтобы посадить любого человека просто ни за что. Так, ясно. Значит, это все, да, вопрос о лайках. Конечно, стоит еще подумать, что последние новости, которые поступают из Таджикистана, это мое мнение, конечно, поступают из Таджикистана, говорят о том, что власти начали новую кампанию по аресту людей, особенно бывших или нынешних трудовых мигрантов, которые так или иным путем помогали оппозиции или некоторым оппозиционерам, или оппозиционным сайтам финансово поддерживали именно их, даже вот по данным Радио Азоди, уже число идет больше 20 за последнюю неделю арестованных. Мое личное мнение такое, что, возможно, они уже... кстати, самого Радио Азоди говорит, что Сбербанк России передал все данные тех банковских счетов, которые отправляли деньги в Европу. По моему мнению, они освобождают тюрьмы именно для этой кампании. Как вы думаете, это... Ну, я надеюсь, что я ошибаюсь. Но ваше мнение хотелось бы узнать. У нас осталась минута, пожалуйста. Нет, вы не ошибаетесь. Но те, которые были осуждены за лайки, я не знаю, не уверен, что их освободят для того, чтобы посадить новых. Я думаю, что они будут сидеть, продолжать сидеть. А то, что таджикские власти получили благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами новую возможность преследовать своих граждан, это действительно, это печально. И, в общем, конечно, это была неосторожность, большая неосторожность со стороны наших граждан, которые, если они отправляли напрямую деньги, пользуясь Сбербанком, напрямую деньги в поддержку
оппозиционных программ, в том числе, допустим, и слов. Это неосторожность с их стороны. Но это большая подлость, конечно, со стороны России. Ну а чего мы хотели, если Россия виновата в том, что погибло около 100 до 200 тысяч человек в Таджикистане, и ежегодно, как будто идет война, ежедневно приходит груз 200 в Таджикистан. Раньше были просто убитые скинхедами или погибшие во время настройки и так далее. А теперь также насильно таджики рекрутируются в российскую армию, отправляются на войну против Украины, и где их убивают. Эти массовые утилизация идет утилизация таджиков, идет утилизация мигрантов для того, чтобы, как бы они говорят, очистить российские города от мигрантов и обещать им гражданство, и отправляют их на войну. С одной стороны, с другой стороны, Россия помогает Эмоли Рахмону арестовывать и преследовать тех таджиков, которые хотят перемен, которые оказали или поставили, уже не ставили не за лайк, а за, допустим, банковский перевод. Так же, как Россия преследует за донат в пользу Украины российских граждан, также таджиков за донат в пользу оппозиционных программ. Спасибо, Ако, за сегодняшнюю вашу беседу, ваш разговор. Если позволите, я хотел бы еще коротко одно предложение. Дорогие мои братья таджики, таджикистанцы и дорогие наши братья из других стран Центральной Азии, я вас очень прошу, не будьте доверчивыми, не соглашайтесь на гражданство России. Это только для того, чтобы и не соглашайтесь на подписание контракта на войну с Украиной. Вас просто отправят без обучения, просто отправят с голыми руками в мясные штурмы, и люди, которые туда попадают, неделю не проживают. Ежедневно 1000 убивают. 1000 человек на этой войне. Это не наша война. Это война тирании против свободы, диктатуры против демократии. Это не наша война. Ваши жизни нужны вашим близким. Ваши жизни нужны вашей родине, вашим детям, вашим родным, вашим любимым женщинам. Не идите на эту войну. Сохраните свою жизнь. Не берите грех на душу. Это обманная война. Это несправедливая война. Это подлая война. Спасибо. Спасибо, Ако. Я с вами согласен, я поддерживаю это ваше заявление. Да, уважаемые соотечественники, уважаемые друзья, братья, сестры, все, кто нас видит, нас слушает, делайте так, чтобы ваши усилия, ваша борьба была на стороне добра и хотя бы в самом Таджикистане. Исправим или улучшим нашу жизнь в самом Таджикистане, а дальше потом можно будет думать об остальном. Акой Тимур Устод, спасибо вам огромное за сегодняшний ваш, скажем так, визит в нашу передачу онлайн. Наша передача в каждую субботу идет онлайн. Вас благодарю, что вы приняли наше приглашение. И надеюсь, что дальше в других темах мы будем видеться с вами, брать ваше интервью, будем иметь ваши оценки как специалиста, как политика, как журналиста. И в этом мы нуждаемся. Спасибо. Саламат Буша. Саламат Буша. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо, Саимджо. До свидания, Акой Рахмат. Всего доброго.
Судомигабонцам. Вот так, уважаемые наши зрители, это была сегодняшняя наша передача. Тема, которую мы хотели обсудить с нашим устадом, нашим учителем Акот Теймур Варки. Я обычно в начале программы всегда призываю всех, чтобы поставили лайки, у кого есть мнение, комментарий, напишите обязательно, и репост тоже приветствуется. Я это все говорил в начале, сейчас у меня время есть, минуточку, надеюсь. Я вас всех призываю ставить лайки, написать свои комментарии обязательно. Ваше мнение о нас, ваше мнение о наших передачах, о нашем канале, все приветствуется. Любая критика, если она здоровая критика, мы его принимаем. И плюс к этому репост тоже приветствуется. И самое главное, еще хочу сказать, чтобы под таким же названием Паймон Лайф вы можете найти нас и в других социальных сетях, также в ТикТоке, в Инстаграме, в Телеграме, в Фейсбуке. Мы всегда к вашим услугам. Если кто из вас хочет участвовать в нашей передаче, в нашей беседе, скажите, напишите об этом, мы обязательно с вами обсудим этот вопрос. А пока всем вам ассаламу алейкум ва рахматуллах.